Ну, начнем с освещения общезападного тренда, как там говорят, и в русском языке тоже всякие ввели слова. Вместо наблюдения, мониторинг и прочий бред. Ну, значит, вот имеется такой тренд переписывания всех событий Второй мировой войны, соответственно, выставление победителя нацистской Германии в качестве и не победителя, и не нацистской, и в плане сущности античеловеческая постановка на одну доску. Это не с сегодняшнего дня, фактически в ходе холодной войны вся это шла подготовка к этому делу, но с другой стороны, оно вот так однозначно, как после развала Союза, на удивление тем в России, кто думал, что сейчас вот будут под калинку вместе бухать и обниматься, как известный персонаж с Клинтоном, подорога от последнего. Но оказалось, что нет. В тот момент, как Россия что-то где-то как-то заявила, с того момента, как Примаков развернул в воздухе самолет, которым он летел дальше обниматься к Клинтону, когда услышал, что начали бомбить Югославию. И вот, собственно, с этого момента там перестали роготать и начали на всю катушку вести антироссийскую пропаганду. И, естественно, запущен где-то вот тогда был примерно, скорее всего, вот этот нынешний активнейший тренд отрицания вообще не только постановка вождя советского государства и Гитлера на одну доску, это давний ход. Это, собственно, ход еще с начала Второй мировой войны. Но переписывание вообще всего и вся, что можно во Второй мировой войне. И вот я хочу немножко сегодня рассказать вам и всем, кто будет смотреть в соответствующих сетях и на моем канале на YouTube вот этот ролик о просто изумившем меня ролике, который я увидел на израильском канале Алекс Цейтлин. Как мы можем понять, Алекс Цейтлин – это еврей советского происхождения, это действительно так. Человек очень большой, широкой эрудиции, добросовестный довольно, и у него есть разные там темы, и политические комментарии, всякие комментарии. Он ведет его на иврите, он прекрасно знает иврит, хотя с заметным тяжелым акцентом. Но он часто оказывается эрудированнее и интеллигентнее тех, кого он приглашает. А вот кого он приглашает там, значит, у него начата программа, которую он назвал «Баим эль-га профессорим». Приходим к профессорам. И он всяческих израильских, значит, светил, так сказать, науки. Кто-то имеет звание профессора, кто-то нет, значит, приглашает освещать какие-то вопросы. Надо сказать, что дичь, которую они несут, она как бы хорошо показывает, где находится гуманитарная наука западная. Долго думать не надо, достаточно посмотреть, что написано на темы политологии на постсоветском пространстве в этом духе. Например, учебник политологии Бажанова, нашего чудо-земляка, который пошел в гору и в Российской Федерации, так сказать, стал политологом. То есть просто, значит, аксиома примата западного образа жизни, капитализма и поношения всего, что не связано с этим. Ну, как бы вот это такие научные исследования. Ну, естественно, есть там интересные передачи, которые касаются там истории религии и всякое такое. Ну, естественно, в плане, конечно, общего безбожного атеистического подхода. Тут как раз вот советские начетчики были бы рады такому освещению очень. И вот эта программа «Баим эль-га профессорим». И вот он вытаскивает не из преисподней, а из института Яд Вашем, которому мы с нашим соратником, уважаемым Александром Стефановичем, посвятили там в рамках дезавуирования. А что, среди евреев есть безбожники? Куропатского фейка. Ну, это отдельно очень интересный вопрос. Но, одним словом, вытащили из Яд Вашем историка с очень интересной темой. Значит, он замутил
публикацию по-английски, и вот, значит, этот Алекс Цейтлин, действительно очень добросовестный мужик. Ну, например, в одной из передач, там, какого-то профессора позвал очередного, он вещает про Ирак и говорит, и вот американцы опасаются, что в Ираке имеется ядерное оружие, он его поправляет, химическое. А тот говорит, ну, химическое, ядерное, в общем, бильтиконвенционально, неконвенционально. Он пришел брехать, он вообще, он не в теме, он экспромтом брешет, у него путаются слова базисные, такие понятия, да, и этот Алекс его поправляет, так. Короче, вот он вытащил мужика, по-английски это называется так, Wehrmacht versus Holocaust. И Алекс цитирует это название, то есть говоря об английской публикации. Что это значит? Вермахт против геноцида евреев. Ну, сделаем тут тоже небольшое, не подумайте плохого, там не говорится, что Вермахт кругом шел, значит, защищать евреев. Нет, там берется очень хороший, красивый ягнический ход, чтобы саму эту мысль посадить. Английское название посаживает эту мысль. Так? Значит, вот этот борзый дядька, его зовут, значит, Ярон, то ли Пешер, то ли Пашер, так я не понял, как он произносит свою фамилию, с написания еврейского не понять, по-английски он пишет через А, но может иметься в виду, что читается значит, он научный сотрудник Яд Вашем, кроме того, он преподает историю в неком, значит, кибуцном академическом колледже, то есть это как бы колледж, который дает, значит, первую степень, ну, частично высшее образование, как бы, да, вот, то есть он, значит, проповедует свои исторические взгляды, значит, он в совершенно таком хамском, значит, тоне, ноншалантном, значит, он как бы демонстрирует, позирует, так там он бросает словечки, очень умиляет, в кавычках, меня, ну, меня, да, еврея, иудея, так сказать, и, в общем-то, родившегося через 15 лет после войны, как он, значит, именует различные должности, там, фронтовые, командные, ответственные в немецкой армии, терминологии израильской армии. Так, поясню. Это вот очень интересный момент такой культурологический, да, то есть вопросы, как бы, значит, культурологической солидарности, да, и отторжения. Ну, скажем, мы вот говорим там, американское правительство. Это общий такой термин, да. Ну, там, можем назвать министром иностранных дел американского государственного секретаря. То есть мы называем или в переводе название, или каким-то общепринятым. Но мы никогда не назовем совнаркомом американское правительство. Мы никогда не назовем наркомом иностранных дел, скажем, значит, вот там Литвинов и его коллега, американский нарком иностранных дел. Ну, какое отношение имеет понятие нарком иностранных дел, специфическое для нашего Советского Союза, там, в чужой стране. И вот он, значит, специфической терминологией израильской армии называет вот эти, значит, различные должности в вермахте, не прибегая к переводу их, как бы, в такие общепринятые понятия. Это совершенно вообще потрясающе. Но меня это потрясает. Дальше, значит, он якобы знаток событий, и название, значит, этого ролика там «План Барбаросса», и как вот, значит, он обломился под Москвой. Сейчас я, значит, опишу немножко картину, которая встает от этого чуда, из чадия, точнее, значит, и пытается Алекс Цейтлин тоже местами вмешиваться. Значит, говорит, ну, Вермахт вступил на территорию Советского Союза, и сопротивления вообще никакого на первом этапе войны не было. Не было вообще никакого. Ну, Алекс Цейтлин как-то начинает ежиться и дергаться. Он говорит, нет, конечно, было местами сопротивление. Вот. Какое-то, конечно, было местами. Вот. Он говорит, ну, вообще, говорят, там 300 тысяч человек Вермахт потерял, там, значит, это первый этап операции Барбаросса. Это, ну да, есть разные цифры, есть то, все. Но вообще они шли со скоростью 60 километров в день. 60 километров в день. Дальше он, как бы, да, я еще раз говорю, он, значит, историк. То есть он рисует не картинку там какую-то с мультяшную, а армия шла пешком. Немецкая армия шла пешком, не было там поголовной
механизация, они шли пешком. Значит, он служил в молодости явно в каких-то израильских боевых частях. Дальше он в этой же, значит, терминологии говорит, типа, ну вот да, может, значит, предел, можно идти, вот в день можно пройти 60 километров. Он все на себя примеряет, он вполне, так сказать, значит, там, примеряет немецких солдат, идущих по Украине, как в песне Высоцкого. Это потрясающе видеть вот эту ноншалантность, значит, ну, какую-то кретиническую такую. Вот, ну, там можно проходить 60 километров в день, да, но это предел, и долго так не пойдешь. И вот 15 июля вермахт останавливается. 15 июля вермахт останавливается, и они находятся на 200 километров в глубине советской территории. Ну, первый раз, когда я это слышал, я 3 раза этот ролик посмотрел по сути, то есть лезут глаза на лоб. То есть просто сидит мужик, бредит, несет какой-то бред воочию. Значит, вермахт марширует, не встречая сопротивления, 22 июня по 15 июля, 60 километров в день, и 60 километров в день суммируется в 200 километров на 15 июля. Это именно то, что несет вот этот, значит, псевдоученый. Причем неплохо эрудированный в фактологии. Но вот он отмечает, что вермахт шел пешком, да. Не, как можно подумать, там мчался на мотоциклах и на чем-нибудь. На ракетах Фау, там, на самолетах Мессершмитт, на механизированных конях, да. Вот. И так у него получается. То есть это именно то, что... И потом вермахт останавливается. Они начинают думать, куда пойти. Пойти ли на север, пойти ли на Москву, пойти ли на юг, в общем. И вот они стоят. Они стоят до октября. И стоят до октября. И думают. То есть полный бред. Значит, это так он рассказывает о первом этапе. Полный бред. Абсолютно в трезвом виде мужик. Не похоже, чтобы он находился под влиянием каких-то веществ. Я прошу прощения, я правильно понял, что он историк? Он историк, он преподает, значит, историю, ну, в вузе до первой степени, но что самое главное, что самое центральное. Он является научным сотрудником, а митмахкар это значит научный сотрудник, так? Вот. В институте Яд Вашем. Центральный момент он нас подводит. 15 тысяч выводят в Ковный в Ригу. Их вывозят поездами. А вы знаете, что такое поезда? Поезда это вагоны. А вы знаете, что такое колея? И вообще, какие цорос имел вермахт, вступив на советскую территорию? Вы представляете, советская колея не подходила под западноевропейскую. И он долго, значит, объясняет, долго читает лекцию по железной дороге. И как немцы, значит, потрясающим усилием переложили там 25 тысяч километров советской колеи, чтобы можно было гнать вагоны прямо с Европы. Как это они сумели делать? И приводят примеры. Какой необычайный трудовой инженерный подвиг вообще вермахта это дело все. Мне тут вспомнилась такая история. Ну, была такая, болтологический орган был такой, Дума Российской империи. Вот, ну, где сидели люди, совершенно не разбирающиеся ни в чем профессионально. И вот там как-то, значит, выступал, ну, это я прочел у Пыжикова, купил на цифровой истории. Выступал кто-то конкретно дока в этом деле, большой специалист по железным дорогам, а Дума должна была начинать утверждать бюджетом какие-то ассигнования. И он им начал читать, ну, чтобы они знали, о чем идет речь вообще. И он им, значит, 2 часа рассказывал про железные дороги. Понятно, никто ни в чего не врубился, и только там в конце еще над ним же иронизировали. Ну, как-то все-таки бюджет в обход Думы утверждали. Вот. Интересная такая история. Ну, короче, вот он читает лекцию про железные дороги. Как они важны для снабжения армии и т.д. И вот, говорит он, я вам показал перед передачей, сделаю снимок с экрана, вставьте, значит, там вот. Рудольф Герке, главный ответственный за транспортные пути вермахта. Он, его фотография, значит, во весь экран вместе с фотографией Алекса Цейтлина. Ну, Алекс Цейтлин интервьюирует, значит, этого Шалопая, псевдоученого, и этот Рудольф Герке. И вот какой он был, значит, ответственный человек. И он ответственен за весь транспорт. И вот он прослышал, что переправляют евреев
железной дороги в Ковно и в Ригу. И рассказывает о боевом пути и карьере этого Рудольфа Герке, как его, значит, поставили на эту должность, как он у себя зарекомендовал отлично на предыдущих, значит, все это. И вот он слышит такое дело, и он говорит, опять сейчас вот цитирую так, как оно там звучит, он говорит, ой, гевалд, это в еврейском языке идиш, но у нас есть в белорусском языке слово гвалт, да, значит, и оно видишь, из идиш, ой, гевалд, это значит, что творится, что происходит. И, значит, говорит вот это руководство вермахта, ответственное за транспортное, значит, транспортное руководство. Ой, гевалд, он 2 раза это повторяет. А они говорят, гевалд, что происходит? Задействуют транспортные пути для того, чтобы перевозить евреев на истребление, а это нам, значит, тут сейчас. Гевалд, говорят немцы. Ой, гевалд в Остуцах, понимаете? Это просто, значит, ну, какой-то вот сюрреализм, фантасмагория, значит, смотреть на представление вот этого сионистского псевдоученого. И дальше он говорит, ну, я псевдоученый. Вот, что, мол, у вермахта было столько-то вагонов, столько-то паровозов, столько-то... Но, понимаете, это на всей Европе. И дальше он говорит, что как-то спросили одного из бонс, которые стали живы, это Шахт, так, который там был главный финансист, и все его как-то спросили, отразилось ли как-то на снабжении немецких войск то, что туда-сюда гуляли поездочки, а это нам доводит до нашего сведения, опять-таки, несравненный Ярон Шефер или Шафер. Вот ответственный за перевозки от вермахта был вот этот Рудольф Герке. Он соответствовал Эйхману. У Эйхмана была должность ответственной за перевозки перед СС. Ну, Эйхман, как мы знали, он был инженером, собственно, именно геноцида евреев нацистами. Так? Вот. И он проводит параллели. И вот Рудольф Герке отвечал за всякие другие перевозки. Так вот, спросили как-то вот этого самого, который экономику всего Рейха пас. Он нам рассказывает, Ярон Шефер, псевдоученый. Спросили где-то, когда он еще был жив, его не повесили, значит, отразилось ли это как-то. Он сказал, у нас было столько-то вагонов, столько-то паровозов, там, ну, цифры колоссальные, да. И то, что где-то там еврейчиков, значит, перекинули в Освенцим, оно никак не отразилось. Но, говорит Ярон Шефер, он хитрая нацистская лиса, он всю правду не говорил. Это у них по всей Европе были сотни тысяч вагонов, десятки тысяч паровозов. А на Восточном фронте у них было меньше, а на той линии, которая везла снабжение на Москву, у них было еще меньше. То есть вот было 3 сектора, юг, север и центр. И вот на линию центр у них было еще меньше. И, в общем, вот этих пару эшелонов, они были чувствительны для той линии снабжения, которая снабжала немцев на Москву. Как нож острый, до Ковна, до Риги доехали поезда. И он говорит, вот примерно, сколько в эшелоне везли. Немецкие солдаты ехали в немногим лучших условиях, чем евреи. То есть там, куда засунули 15 тысяч евреев, грубо говоря, можно было засунуть, ну, 12 тысяч немецких солдат, которых так не досчитались под Москвой в декабре. То есть он хочет показать, что немцы очень хорошо относились к евреям. И даже, хочет показать, даже лучше, чем мы думаем. Не будем примитивничать, хочет показать нечто иное, и это политтехнологическая работа. Очень хочет лизнуть немцев. Значит, вот он подходит к нижней строке. И вот это те, кого не досчитались нацисты, когда Жуков начал свое контрнаступление. Ведь в переднем эшелоне у Жукова было всего 90 тысяч солдат. И больше не было солдат между вермахтом и Москвой. Они уже видели кремлевские башни. И вот 90 тысяч солдат всего их. Понятно, что это полный бред, не имеет никакого отношения с построенной советской обороной
и порядком советских войск, которые пришли в контрнаступление, ничего общего не имеет. Немцы говорили, что им генерал Мороз помешал. Он высасывает из пальца, так, это дело. Ну, рассказы про генерал Мороза, генерал Грязь, давно уже как бы они это самое. Наполеону тоже это помешало. Егор Яковлев приводит... А вот есть, видите, уже и израильская версия, что приводит помешали эшелоны с слова какого-то историка, что если бы, или, по-моему, нет, не историка, а военачальника советского, что если бы генерал Мороз и генерал Грязь служили, так сказать, были советскими агентами, их бы расстреляли за предательство. Потому что на самом деле советские войска пострадали от грязи еще больше, чем немцы, ввиду меньшей насыщенности, значит, вообще как бы всеми средствами передвижения, в том числе конными, ну, ввиду колоссальных потерь, как бы, в первые месяцы войны. А генерал Мороз просто помог вермахту по этой самой грязи передвигаться там, где он ударил. После того, как вермахт уже потерял этих самых коней. Это я просто образно говорю. Можно были завести машины, да. А тут, значит, но это совершенно, это первый выборок, который появляется в англоязычной публикации. То есть я говорю, что Третий рейх это был сатана, которого поставил коллективный Запад тогда. Сейчас коллективный Запад это есть Четвертый рейх, и они ставят сионистскую шавку на самые, так сказать, передовые участки вот этой глобальной, значит, политтехнологической войны, которую они ведут. И они делают это именно используя то, что сионистская шавка пляшет на костях убиенных евреев. И, собственно говоря, значит, вот эта история, поэтому очень важно. Я сказал Артамонову, я говорю, я вам не могу показать, у меня нету, книг, в которых я это видел, как бы моя библиотека осталась в Израиле, когда я 15 лет назад по семейным обстоятельствам вынужденным репатриировался в Беларусь. Но говорю, вы поднимите это дело, и вы с ресурсами, которые сегодня имеются, вы их поднимете, ищите на английском языке, и это надо поднять. И что-то не все ясно с союзниками, а надо смотреть, как они держали кулаки. Говорю, хотите быть со мной на связи с тех еврейских источников, которые есть у меня, я могу вам это все как бы выложить на тарелочку. Так вот, значит, сейчас запущено Вермахт versus Holocaust. Вот, это заголовок английской публикации, и это он на иврите, как бы для публики это второстепенно. То есть главное, как он выполнил заказ вот этого политтехнологического института гибридной войны, Яд Вашем, то надо понимать, что это никакой не институт памяти и научного изучения нацистского геноцида. Это инструмент гибридной войны. На сегодняшний день, по крайней мере, с того момента, как я знаком с этим институтом, по крайней мере, в качестве исследователя, да, как было 40 лет назад, когда я впервые там в качестве посетителя побывал, не знаю, как тогда обстояло дело, многое меня удивило уже тогда в экспозиции, а с тех пор, как в качестве исследователя, в частности, когда им послал тему Куропат, сказал, что вот, значит, имеется массовое захоронение жертв нацистского геноцида, которое выдают вообще за что-то другое. И они мне ответили, что мы не занимаемся местами захоронения жертв геноцида вне Израиля. Ну, внутри самого Израиля их нету, благодаря клятым англичанам, которые остановили Ромеля на Суэцком канале, в то время как советский солдат, клятый москали, остановили Ромеля у Сталинграда. И вот сейчас, значит, поэтому существует этот самый Израиль, на территории которого нету мест захоронения жертв нацистского геноцида. Вот. И мы видим, как чем дальше, тем больше. И вот, значит, сейчас новая, так сказать, бомба в научном мире. Вермахт versus Holocaust. Ну, как мы можем сказать, мы знаем, что, собственно, части вермахта любые, всех вооруженных сил германских принимали активнейшее участие в геноциде евреев, да. Запущены были в оборот в прошлые десятилетия, множество всяких документов по мере того, как архивы открывались. В частности, приехал оркестр какой-то полицейской тыловой службы. То есть это были вообще мужики с брюшками, семейные мужики, вот эти, значит, тыловая какая-то там полиция значит, воинских частей, то есть, ну, который тыл, значит, тыловые задания, глубоко в тылу. И вот, значит, они имели свой оркестр в Берлине, который играл на музыкальных инструментах.
И вот они поехали в расположение одних из частей этой полиции где-то на Западной Украине и услышали, что завтра должно состояться, значит, массовое уничтожение евреев, согнанных в каких-то местах, значит, так что это в один день не сделал. И они все написали коллективные заявления, потребовали выдать им оружие, и они хотят с оружием в руках истреблять евреев, вот этих, значит, беззащитных, уже там доведенных до полусмерти, там голодом и всеми издевательствами. Вот они хотят этих людей лично убивать. То есть это как бы была картинка народа в Третьем Рейхе. И попытки, это у Егора Яковлева много есть на тему чистого вермахта, отмазывания всех вот этих дел. Да? Что же мы можем пустить? Значит, функциональность. По функциональности, значит, вот показать, как нож острый, было истребление евреев для вермахта и дикие подтасовки. Он оперирует как бы вот так, бросает ноншалантно какие-то цифры, какие-то определения. Он оперирует чисто израильской армейской терминологией, чтобы это политтехнологический прием. Еще раз говорю, это не шалопай с улицы, это псевдоученый. Он должен проложить путь к сердцу публики. Публика довольно важная. Все-таки там живут миллионы и миллионы этих самых евреев, каких не определяй. И это третье поколение современникам нацистского геноцида. Как ты проложишь тропинку к их сердцу на такую бредовую мысль? Значит, ты должен бросать, значит, вот эти факты, оперировать такой, значит, родной терминологией и показать, что вермахт он хороший, и вот эта нацистская паранойя убивать евреев, во-первых, она родилась не на земле самой западной Европы. Это у гадов румынов. Безответные румыны не будут заявлять протест после этих публикаций, так сказать, их никто сейчас не спросит. Тем более, что, естественно, они тоже участники геноцида. Так, вот. Они, так сказать, стерпят. Им роль пассивного, так сказать, виртуального этого самого тут отводится. И вот от них, параноикам в Берлине, зарождается мысль начать евреев убивать. И этим они срывают немецкое наступление под Москвой. Тут куча всяких зайцев убивается. И что вообще-то советское контрнаступление под Москвой, это не было контрнаступление громадной армии, которую собрали в кулак, и которая разгромила немцев сходу и гнала, пока, так сказать, хватило ресурсов и умений военачальников. До того момента и гнали, дальше застопорились, так, советских военачальников, которые в ходе войны набывали опыт, как ты его набудешь иначе. А у немцев уже был опыт двухлетний, так. Вот, значит... Давайте я подытожу это дело, как я понял. И немцев под Москвой разгромили случайно. И истребление евреев было не в коня вовсе немцам. И вот так ты подгоняешь эти вагоны, и получается, что оно, значит, это самое. И я тогда вернусь к той истории, которую рассказал про Равина Вайсманделя и вот этого, значит, офицера связи от СС. Он не сказал, что на перевозке евреев как-то мешает. Он сказал, что кого мы захотим защитить от бомбардировок союзников, защитить от бомбардировок наверняка, мы погоним по подъездным путям, где обычно везут евреев на истребление. Те, на кого вы надеетесь, они точно там не сбросят ни одной бомбы. Вот. Конечно, тут абсолютно надо полное доверие дать господину Шахту, которого вся экономика Рейха и вся военная экономика была как на ладони, когда он на вопрос такой возникший у кого-то в голове десятки лет назад четко сказал, что это капля в море, и смешно говорить о каком-то влиянии транспортировок евреев на истребление на протягу войны на логистику вермахта. И просуммируйте вы для наших слушателей, что ясно было из того. Что я из всего этого понял? Да. Первое. Гитлера натолкнул на мысль истреблять евреев некий мусульманский, ну, я не знаю, священник там или какой-то деятель. Муфтий, да, он был иерусалимский муфтий. То есть виноваты мусульмане. Да. Это не псевдоученый, он не претендует. Это человек, не имеющий никакой эрудиции, никаких знаний. Это глава израильского государства. Так. Второе. Политтехнология. Подтолкнули к этому делу румыны.
Румыны. Глядя на то, что творят румыны, нацисты сначала были в шоке и сказали: ой, это только в Советском Союзе делают такие вещи. А потом они подумали, что-то в этом есть. И последнее в этом плане: остановила вермахт не Красная Армия, не советский солдат, остановила вермахт то, что у них не доставало поездов. 12 тысяч солдат не хватило. Да, 12 тысяч солдат не хватило, боже мой. Вот, это, значит, ученый доклад научного сотрудника института Яд Вашем, политтехнологического института гибридной войны, который преподает историю также, значит, какому-то там молодому поколению, также не страдающему эрудицией и, естественно, знанием иностранных языков, там, где они живут, и он им вот преподает всякие такие вещи.